История древних государств Уйгурского края. Царство Жоцян существовало со II века до I века до нашей эры. Государство Жоцян впервые четко фиксируется в Хан-Шу и в отчетах посла Чжан Цаня в 130 году до нашей эры. Царство Жоцян в это время – сильное аразисное государство, имеющее тесные связи с Хунны, контролирующее участок на юге Шелкового пути и обладающее металлургией, производившей оружие и вооружение. Со времен династии Хань, после открытия Шелкового пути, по разисам этого важного торгового маршрута на древней уйгурской земле было основано множество государств с караван-сараями и монастырями. Поэтому в то время в западном Уйгурском крае поселилось много жителей и центральных равнин Китая. Люди эпохи Тан по-прежнему привыкли называть земли к западу от заставы Янгуань пограничьем. Это связано с тем, что, начиная со 111 года до нашей эры, из округа Цицюань был выделен округ Дунхуан, и на коридорах Хэси были учреждены 4 округа и установлены 2 ханские заставы. Эти 2 заставы и были Янгуань и Юймингуань. В то время застава Янгуань была западными вратами империи Хан. Хотя и династии Хан и Тан в разной степени контактировали с западным Уйгурским краем, застава Янгуань как географический ориентир, подобно Лорелане, осталась в китайских исторических хрониках. Застава Янгуань стала свидетелем взлетов и падений в истории древнего уйгурского государства Жоцян. Ранист Бан Гару в истории династии Хан, описывая Жоцян, первым географическим ориентиром указывает именно Янгуань. Там говорится, от государства Жоцян до заставы Янгуань 1800 лет, то есть около 800 километров. Хан Шу сообщает нам, что хотя это место и находилось в стороне от основного маршрута Шелкового пути, там добывали железо и могли ковать мечи, копья, луки и другое оружие. Это были запасы, накопленные Хунну с севера, соперничавшими с династией Хан. А кочевые племена, на которые опирался Жоцян, подобно Хунну, легче сливались с ними. Поэтому, пока власть династии Хан еще не укрепилась в этом регионе, народ Жоцян, кочевавший по всему северному склону гор Кунлунь, был крылом, которое Хунну простирало на юг западного Уйгурского края. Это подтверждается во время первого путешествия ханского посла Чжан Цаня в западный Уйгурский край. Проходя через Жоцян, Чжан Цан обнаружил прекрасную страну, но из-за ее близких отношений с Хунну не стал там задерживаться, а предпочел поскорее уйти. В 121 году до нашей эры полководец Хо Цуйбин дважды выступил в Хэси для удара по Хунну, в результате чего династия Западная Хан полностью завладела Хэсийским коридором. Это одновременно открыло путь на западный Уйгурский край и прервало связи между Хунну и государством Жоцян. Жоцян в конце концов сдался династии Хан и стал силой, используемой Хан против западных тибетских цанов. За это царю Жоцяна был пожалован титул Цуйхулай, защитник от кочевников, цанов. Из-за постоянных конфликтов Жоцяна с западными тибетскими цанами, в конечном итоге это кочевое государство было разгромлено чешуйскими цанами. Вынужденные бежать к ханским заставам Хэсийского коридора, жоцянцы не нашли там спасения, стража отказалась впустить их. Тогда последние уцелевшие жоцянцы сдались Хунну. К тому времени до падения династии Западная Хан оставалось совсем немного. Как только сановник Ван Ман захватил власть в Хан и провозгласил себя императором, он потребовал у Хунну отослать царя Жоцяна обратно и казнил его. Территория Жоцяна была полностью поглощена древним уйгурским государством Лорелан. Оставшиеся жители Жоцяна, одни смешались с лореланцами, другие — с тибетцанами, третьи переселились на ханские земли. Как и в других древних государствах западного Уйгурского края, произошло резкое ухудшение экологической обстановки в Жоцяне. Пески Такламакана засыпали один город за другим. К середине I века нашей эры аразис Жоцян сократился до ничтожных размеров, а его население составляло всего лишь около 1700 человек. К тому времени на карте западного края династии Восточная Хан уже невозможно было найти того Жоцяна и народа, что некогда кочевал по Кунлуне. В конце концов, народ Жоцяна смешался с соседними народами. Сегодня на юго-востоке уйгурской автономии расположен крупнейший по площади уезд в Китае – уезд Жоцян. Здесь находятся знаменитые руины древнего города Лореланя, руины Мирана, руины древнего города Вашуса и даже доисторический уйгурский культурный памятник в Таримской впадине – кладбище Сиехе. Однако не найдено ни одного древнего городища, связанного именно с государством Жоцян.
Они погребены под песками Такламакана. Жители Жоцяна, подобно Хунне, рассеялись по Уйгурскому краю, кочуя в поисках воды и пастбищ. Возможно, города этого древнего государства западного Уйгурского края Жоцян еще будут раскопаны в бескрайних песках Такламакана. Они расскажут нам подробнее об удивительной древней уйгурской цивилизации, имеющей развитую металлургию и производящей доспехи и вооружение для могущественных хунне.